В эфире новости спорта. Здравствуйте. Россиянка Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту десятилетия по версии американского журнала Track and Field. Издание опубликовало собственные рейтинги, в которые вошли по 10 лучших спортсменок в каждой легкоатлетической дисциплине. В тройку лидеров вошли по 10 спортсменок. Также у нас Анна Чичерова, россиянка, испанка Рут Бейти. Мария Ласицкене является первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также на ее счету имеется золото чемпионата Европы. В соревнованиях, которые проводятся в помещениях, Мария по 2 раза становилась победительницей на чемпионатах мира и Европы. Баскетболисты казанского «Уникса» одержали победу над литовским «Ритасом» в домашнем матче 5-го тура топ-16 Еврокубка. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 82-69. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник россиян Джамар Смит, набравший 24 очка. В составе гостей самыми точными были Пака Круз и Кэмерон Бейрстоу. У них по 14 баллов. После 5 игр «Уникс» идет на второй строке группы G, одержав 2 победы. Возглавляет квартет французский «Монако». Третье место занимает «Ритас», и на последней строке располагается турецкий «Галатасарай». В следующем туре «Уникс» сыграет в гостях с «Монако». Встреча состоится 4 марта. Российские мини-футбольные клубы узнали своих соперников по полуфиналу Лиги чемпионов. Результаты жеребьевки опубликовал официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. Московский клуб КПРФ в борьбе за выход в финал встретится с двукратным победителем турнира испанской «Барселоной». В другом полуфинале Тюмень из одноименного города сыграет с испанской «Мурсией». КПРФ и Тюмень ранее не участвовали в финальной стадии Лиги чемпионов. Из российских клубов обладателями данного трофея становились ВИС Синара, Газпром Югра и Динамо. Полуфинальные матчи пройдут в Минске 24 апреля, ну а финал турнира пройдет 26 числа. Завтра якутский мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 19-го тура чемпионата России среди команд высшей лиги сыграет со столичной командой «Мосполитех». Встреча пройдет в Московской области. Якутские футболисты в данный момент занимают 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Мосполитех» идет следом на 10-й строке, имея в активе 19 пунктов. Команды уже встречались в этом сезоне. В первом круге чемпионата победу со счетом 7-3 праздновал московский клуб. Стартовый свисток матча «Заря-Мосполитех» прозвучит завтра в 21:00 по якутскому времени. Трансляция игры будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Якутянин Ростислав Павлов выполнил норматив мастера спорта международного класса, а также установил новый рекорд республики в стрельбе из классического лука. Случилось это на международном турнире, который прошел в Орле. В мужском дивизионе классиков выступили 157 спортсменов из разных стран и регионов России. Из якутян лучший результат показал Павлов, набрав 590 очков из 600 возможных, тем самым выполнив норматив мастера спорта международного класса. Он стал первым якутским спортсменом, которому удалось достичь этого результата в стрельбе из классического лука. В данный момент Павлов принимает участие в чемпионате России, который проходит также в Орле. Владимир Балынец завоевал золотую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования прошли в Алексине. Балынец не нашел себе равных в дисциплине жим лежа среди спортсменов весовой категории до 49 килограммов. Якутянин победил, отжав штангу весом 155 килограммов. Эта победа на национальном первенстве стала для атлета 15-й в карьере. Напомню, Балынец является призером Паралимпийских игр в Лондоне, многократным чемпионом мира и Европы. Следующим стартом якутского пауэрлифтера станет Кубок мира, который пройдет в апреле в Объединенных Арабских Эмиратах. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.